Все, доброе утро. Сегодня похолодало вообще значительно. Сейчас, наверное, по температуре градусов, наверное, 14-13. Холодно. Но тем и лучше, значит, ехать будет лучше, чем под солнцем. Солнцепек. Так ехаться лучше. Ох, руки замерзают. А бананов здесь и вовсе уже нет. Много хвойных, южанских растений все меньше и меньше. Хорошо так здесь тихо, машин мало. Вот в таких условиях удовольствие ехать. Рожи много здесь. Ржи. Рожи. Ну, рожи китайской много я имел в виду. Все, я утеплился. Уже подмерзать начинаю. Солнышко, не знаю, проклюнется, нет, что-то чуть-чуть иногда выходит. Что там выращивают, только не знаю. Под навесами-то этими. Вот и солнышко выглянуло. Сразу жарко стало.
Сейчас один город проехал, сейчас еду во второй, село одно. Надо покушать, найти что-нибудь. Да, солнце вышло, потеплело прям сразу. Воздух прогрел немножко. Уже кисти не мерзнут. Что, заехал покушать? Рис давно не ел. Wi-Fi нашел здесь хорошо. Ну, тоже слабый. Мне, чтобы загрузить серию, надо примерно как минимум 20 мегабит в секунду скорость отдачи. А здесь 1 мегабит, 2 мегабита. Это очень медленно. Я так целый день буду загружать серию, которая весит там 8 гигабайт. А если 20 мегабит, то есть фактическая скорость там 2 мегабайта в секунду, то за час она примерно загружается. Так что пока так все. Пылюга. Сейчас бы в душ. Ничего, может вечером организую. В Booking.com посмотрел хостелы, дешевые хостелы в Кунмине. Ужас, 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 пацаны. И вот. Так что вечерком, надеюсь, опа, будет душ. Коллеги китайские едут, туристы. Им сейчас подъем. Они вот обычно шестером, пятером едут. Вон еще один плетется. Там 3 еще впереди. Много здесь. Сейчас пыльный подъем будет. А мне-то сейчас по кайфу спуск. Я как будто штукатуром работал после такой дороги. Все белое. Вот, до Куньмини осталось 60 километров. Дорога, походу, опять будет пыльная. Вон, вижу, уже столбы пыли там за грузовиками. Сейчас вот за тот перевальчик, видимо, небольшой будет. О, все, окей, все. Email? My Facebook. Facebook? Email? Email? No. No email? А, не, email. Email, yes. 5 секунд. Красавчик, короче, одарил меня тут кофе,
Red Bull. Шей, брат. Bye-bye. Бай-бай. Вот так вот. На пыльной трассе как раз то, что нужно. Давай. Давай. Повязка еще вьетнамская. Ох, какой зверь. О, какие звери тут обитают. О, встретил китаянок. 东西太多了，太重了。 Да, нормально, вот так вот. 你去668道拐了没？ Да. Куньминь. 哦，可以。 Туда? А я по Куньминь. 哦，แล้วขอจองไป不要着我看了我那个我帮你们别大一点我帮你找个那个 Фото? 来 Окей. 抓一张帅哥，帅弟，帅弟又是帅哥，樱花甲的那边， Давайте. 我再来一张，然后这边，嗯好，下楼。 Давайте, вот так вот. 宝贝 Оп. 太白了，哇，太好了，好喜欢， О, все. 太棒了 Все. ，beautiful，现在你找第一位找， Вот так. 要照，第一个。 Все грязные, чумазые. Ну-ка. Вот рог. С 8 марта вас хоть поздравлю. Вот только вы не понимаете. А то мне некого поздравить. Бай-бай. А то я ж одинокий странник. 我这个才写进来，一看着就知道这么多条冷的了。 Вот красавица. Мне тоже таких красавиц надо найти. По Китаю как раз ехать. Вот, дождик еще начинается. Вообще здорово. Сегодня будем как поросята. Еще ветер встречный. Куньминь тяжело будет даваться. Тух, прям ливень пошел.
Вообще офигенно. Пыль, раствор, сейчас это зацементируется, все будет. Во. Плюс 10 к прочности. Ok. Сложно эта дорога. Пыль, дождь, плохая дорога, плохой асфальт, ремонт. Оп, улетел кто-то. Как меня уже сегодня вымотали эти подъемы, уже сколько, наверное, 4-й такой перевальчик небольшой. Но это, видимо, заключительный перед Куньминем. Уже 100 километров сегодня сделал. Еще где-то 40 километров. Красота. Сейчас здесь высота 2050 метров. То есть тот перевал, который у меня был, он меньше даже, 1600 метров. Вот это сейчас высочайшая точка. Но, то есть я поднимаюсь на высокогорье. Спуска не будет. А я так надеялся, что будет серпантин такой классный. Мне это высокогорье теперь. Холодные ночи. Днем только солнце прогревает воздух. А так холодно. Если бы солнца не было, было бы холодно.
Снова подъем. Колесо еще спустило, как всегда, вовремя. Китай встречает по-настоящему. Вот это Китай, вот это я уже чувствую. Ну, надеюсь, обойдется. Сейчас накачаю. Спускает. Сейчас это грязное колесо бортовать. Хуже ничего нет. Вот. Неприятно грязное колесо бортовать. Не то чтобы испачкаться, просто потом обратно камеру засовывать, ее чистой не засунешь. До мойки далеко, где бензоколонка, где есть кран. Ну ладно, придется клеить. Новой камеры у меня нет, все уже страченные. Все надо клеить. Да это капец вообще. Ладно, будем на грязную все ставить. Нашел кусочек стекла. Дороги здесь в Китае очень грязные. Много всякой швали лежит. Вот стекла очень много. Пыли, ну как вы уже видели. И вот дождь выпадает, вот эта жижа лежит. Она долго не сохнет, вот эта жижа. Когда она засохнет, она вся поднимается. Очень грязные дороги. Сейчас клеить быстренько. Пока светло, хоть можно заклеить. Надо, если бы темно еще было бы. Сейчас эту фольгу оторву. Блин, надо так сложно ее оторвать. Солнце уже почти село. Сразу холодно так стало. Надо подштанники одевать. Клеёшка. Чуть-чуть. Сейчас на холоде хоть, надеюсь, заклеится. Подержим. Пока тут клеил, китайский паспорт нашел. Может, мне туда свою фотку вклеить? У него, правда, срок годности закончился, там дата написана 13-й год. Так что не вариант. Ну все, сейчас ставлю колесо. Заплатку поставил. И едем. Заклеил. Плохо, что у меня света нет. Сейчас темнеет. Придется без света ездить.
Да ладно, что не впервой. Я чую, пропускает один фиг. Сейчас будет спуск вроде. Дотянуть главное, дотянуть. Клеить еще раз. Буду я. Хотя бы с подкачкой. Все, я уже почти в пригороде. Все, я уже в черте города. Осталось еще километров 11-10 до центра. Нормально. Приятный город. Мне уже нравится. Оба. Оба. Фух, фух. Сейчас еще этот хостел надо будет найти. Проблематично. Вот когда интернета нет, фигово. Я бы, конечно, мог бы взять эту симку, но, не знаю, меня жаба душит за такие деньги брать. Каких-то 4 гигабайта. Да, даже если бы не 4, было бы там 10, это все равно дорого. И 20 даже если было бы, это дорого. На связь такие деньги тратить. В этом плане, конечно, Китай неразвитая страна. Бабки рубят со своих жителей они. Где-то уже рядом, вот в этих зданиях высоких, хостел высотки находится.
Все, сейчас заехал покушать уже где-то рядом. Да, вон кино снимает. 你要吃这个，要吃这个过桥米线， Чё 就 это? 开始照下来了。 А, окей. 那个是普通的米线，要吃这个的。 Вот, лапшички заехал кушать. Где-то уже рядом, там вот, во 这 дворах. 个了嘛，也要那个万能钥匙打开。 Окей. 万能钥匙，这壳子打开了。 Окей. Да, я там. Вот, сейчас поем, а то потом времени не будет. Не до этого. Сегодня проехал в итоге 145 километров. Фух, сами видели, какие горки были. Все время горки, горки. Ладно, поесть и ехать. Ну, зашел. Нашел хостел, вроде он 28 этаж, сейчас поедем. 2802. Бейбейджа хостел. Недолго разбирался, в принципе. Посмотрел, там просто адрес так тупо написан. По-английски не написано, все по-китайски. Пришлось включать смекалку. И смотреть на домах, что написано. О, ни хао, Бейбейджа хостел? О, окей. А мой байсикл сейчас сюда поставлю. Фига тут народу. Yes, my bicycle. This? Oh, okay, okay. I reserved number to booking.com. Okay, Yes. I know. Так, пока поставим. Where are you from? From Russia. Russia. Yeah. Вопросы? А? Урусе, yeah. Вот сейчас пока. Пускай я потом вещи возьму. Ну, отлично, парковка есть. Travel China. Yes, oh, many country. Так, Crazy. many people stay now there. Many people. Ну, сейчас посмотрю. Окей. Окей. А, ладно. Так. How freedom? Здесь. О, нихао. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. No. Okay. Wi-Fi is good? Wi-Fi. Very good. Fast. Yeah. Так. Так, а розетка там есть? Сейчас. Давай вот здесь. Здесь. Да. А. Поехали. Я тут нашел койку. Второй ярус. Народу много. И китайцы, походу. Сейчас надо помыться. Дальше уже будет видно.
пылища аж сколько. Вот, сейчас душманку. Попал я с Wi-Fi, в общем. Wi-Fi вообще ужасный просто. Может, просто все присосались, я не знаю. Может, ночью будет нормально. Но тут даже серфить просто ужасно. The awareness of HIV, and he's traveling the whole world as well. He has like 14 years free. 14 years? Yeah. So he will travel the whole world. He had an article that he was being stalked by Taliban in Afghanistan, also in Syria. Kazakhstan? No, Afghanistan. Ah, Afghanistan. So when he was in Afghanistan, he was stalked by Taliban. So it's like he had a different experience. 14 years, Jesus! Like, Very good. ooh. What is your name? You. Dew? Oh, I'm my Nikita. Nikita, Yeah. nice to meet you. Nikita. Ага. Pleasure. Да, вот встретил. Due is America, many countries. You born to America? Yeah, I born in Darjeeling. It's a small Himalayan town. Then I moved to America for study А, and work ага, as well. ага. Вот, так что интернациональный чувак. And I teach English in Thailand. Вот, по-английски хоть чуть поговорим. Китайцы по-английски это. Yeah, it's a pleasure to meet you. Thank you. It's a Thank pleasure you. to meet you all. Thank you. How long you stay now? I stay here 2 days. 2 already. days? Tomorrow I'm moving to Dali. Tomorrow? Yeah. You going? To Dali. It's another. Dali? Yeah, yeah. Oh, okay. I maybe rest 1 day and go next to Chengdu. Chengdu. Chengdu, yeah. Oh, No, ma- awesome. Good luck, man. but, every day road. I sleeping to the tent, not hostel. Hostel only big city. Big city. To look to the city, to big cities. Yeah. Вот, looking to this big city. Another time only sleeping to the tent. So how many countries you are going to travel? I don't know, maybe даже не знаю, сосчитать тяжело сколько, how many countries. Maybe так. Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Kyrgyzstan. вот. Уже 4, потом China, Thailand. Лао, Вьетнам, Лао, Таиланд, потом Вьетнам, 4, 8 получается, что ли, всего, что-то 8. Cool. Yeah, little. But your country is so beautiful. Like it's a huge country. It's, the whole world is inside it. Yes. Yeah, I would really love to go sometime in Siberia, especially in Irkutsk. Siberia. Yeah. Yeah, welcome to Russia. I love Siberia and Far East and I love everywhere in Russia. Like I have friends in St. Petersburg. I have friends in Moscow. I have friends in Chechnya. Chechnya. Yeah. I have friends in Siberia. But one of my best friends from St. Petersburg, so he always St. invites me to St. Petersburg. Like, Okay, no problem. Welcome to Chavash Republic. yeah, would love to. I never had idea about this Chavash Republic. Chavash Republic, and I write my contact to Yeah. Facebook. Yeah. It's no problem. I can't open my Facebook from here, so like you. China's Facebook is blocked. Can you do the Facebook? It's program. It's special program. I can't open it. It's so. good. It's Super VPN program. Name it Super VPN and. How did you inspire for this bike trip? What made you feel that you want to travel the world through cycle? It's so much struggle and things, like. It's bicycle is very strongest.
Yeah, why did you choose that? That's what I want to know. Like, why did you choose to do that? Сейчас не понял что-то вопроса. I don't understand. Like, you could travel by yourself, like a bohemian, but why did you choose cycle? What? Why? Yeah, why? I love bicycle. It's cool. I love bicycle. Bicycle is freedom. Not oil or бензин, как oil же будет. Oil or yeah. Oil. Yeah, it's no oil consumptions. Yes, It's yes, eco-friendly, right? Exactly. I love it. I love bicycle as well. So I stay in Thailand. I miss bicycle because it's very hot. I can't ride there. So I want to shift to a whole country where I can use cycle every day. I really love bicycle, but I can't do like you. You're like a god. Yeah, I'm just like I like. Вот так вот. Anyway, good luck. Good luck for everything. You gather so much fame and stuff. Yeah. Так что в Чебоксарах увидим его еще. В моем видео еще увидите его. Все, доброе утро. Проснулся. Видок из окна какой. Сейчас постирался. Стирал вещи он. Великс стоит. Сейчас куда-нибудь свалю. А то мне хостел не особо по душе. Вот китайцы один с нами. Вчера он парнишка был, он сегодня уехал. Вот. Прогуляюсь. Покушать надо еще. Все, собрался. Сейчас прогуляюсь. Кушать надо, вообще кушать хочу. Сегодня какое-то состояние коматозное, я еще не выспался, как всегда. Сидел долго. Нашел место, а рыбу заказал, рыбу давно не ел. Ну вот, взял рыбочки с рисом, давно не ел. Ням-нямка. Ой, прямо чувствую пряность и перец. Но в такую погоду перец не страшен, нормально. Самое что надо, горячительное. Все, пузо набил, довольный, счастливый, можно идти дальше гулять. И дождик нипочем сразу. Вот по всему городу вот такие велосипеды стоят, общественные. Только я не понимаю, по какой системе надо его ну я понял. Вот есть номер. Видимо, вбиваешь вот этот код. Ну, как это называется, я даже не знаю. Тебе дается номер, пароль, ты разблокируешь и едешь. Я бы сейчас поездил бы на нем. Только у него колесо спущено. Не, китайцы молодцы в этом плане. В плане транспорта вообще я удивляюсь. Как нам до этого еще далеко всего. У нас бы этот велик бы сперли бы давно бы уже.
Ого! Здесь Мерида и Giant прям рядом стоят. Здесь в Китае больше, кроме них, ничего и нет. Ну, официально имею в виду магазины. Giant, Мерида и китайские остальные только бренды. Ай, лукин. Сейчас посмотрю, что есть. Сколько велосипедов здесь. Ничего нет. Меридовский. Пошли в Giant. Тут выбор вроде побольше у них. Тоже ничего нет. Ни бахил, ни фонарей. Ничего. Бесполезные магазины. Пойдем дальше гулять. У них даже вон зонты на прокат. Прикольно. Ключик вставляешь. Даже себя чувствуешь, да, смотрю. Себя даже чувствуешь, как будто это из подземелья вылез. Все продумански. Что-то полицейские там кого-то. Мотики у них классные, конечно. Тут по всем правилам они молодцы. Сейчас иду в один парк. Парк по карте есть какой-то.原价68元一米，现处理价10元一米，一律10元，厂家免费加工，免费上班人，机会难得。О! Вот чаек сколько. У меня тоже есть что. Very good. Видео. Сюда?
Блин, главное, чтоб не сшибли. Блин, здорово так. Он сидит, выпрашивает у меня. Оп. Молодец. Давай следующий. Давай, иди, не бойся. Где? Вот какие-то боятся, какие-то нет. Вот тут храбрость всегда вознаграждается. Главное вспышку это не профукать. Давай, иди сюда. Я кидать не буду. Иди сюда. Сюда садись. Во. Это ты же опять, да, вернулся? На. Оп. У них такие клювы острые, аж страшно. Ладонь проткнет насквозь. Давай, иди сюда. Иди сюда, давай. Что ты там сел? Сейчас в итоге опять тот же прилетит, наверное. На, на. Что-то взяли все резко куда-то делись. Взяли все, полетели как по сигналу. О, возвращаются. Пересменка у них, наверное, была.
Я вот чё еще ни одного европеоида не увидел. Сколько иду по городу. Город не такой большой, как мне казалось. Я думал, он здоровый. А так он небольшой. В принципе, центральная часть небольшая. Фу, ну это хорошо, что нет европеоидов. Ну вообще в Китае их мало. Это вот в Вьетнаме, в Юго-Восточной Азии, вот там вот, на югах, вот там много. Если идти по центру Ханоя, например, там одни европеоиды, там вьетов почти не увидишь. А здесь хорошо, я чувствую себя таким одним. Нормально. Чуваш один в центре Куньминя. Вот тут гитаристы. Вот сейчас вот я иду и сам понимаю вот пользу вот таких вот велосипедов. Вот устал пешком ходить, вот по-видимому надо программу скачать вот эту, там Mobike, да, например, там вот этот код, оплата, соответственно, через мобильный. Купил, открыл, поехал, вообще здорово. Я бы его сейчас купил бы и поехал куда надо. Ну как купил бы, арендовал бы. Хорошо, придумали. Можешь мой байк тоже в аренду сдать. А? Только он будет стоить, конечно, раз в 10 подороже. Поминутную оплату еще. Магазин нашел один. Столько всего здесь. Тоже можно велосипед собрать здесь. Вот такой вариант велосипед для путешествий. Мелкий. Ну, для тех, кто на самолете путешествует, конечно. Все, сейчас еще иду в другой магазин. В тот я заеду, когда буду выезжать из города. Какие-то бахилы там были, неопреновые, но они у меня такие были, они порвались и от дождя не спасают. Сейчас я посмотрел на карте, есть трек-магазин. Кстати, двух девчонок, россиянок видел. Только я уже поздно, поздно внимание обратил. Русскую речь услышал уже вдали. Да, я постеснялся. Я парень скромный. Чем мне их звать-то? В России наобщаюсь еще. Ладно, пускай без меня фоткается. А, как вкусно пахнет. То ли от девушек, то ли от цветов. Ну, попугай.
какие красавицы здесь. Это домик у лебедей. Вон, под замком. Закрылись. Так здорово здесь. Я даже не ожидал, что так классно будет. Вот что значит, когда никуда не спешишь, когда есть время отдохнуть. Вот расслабляешься, гуляешь. Напарницу кого-нибудь, конечно. Одному скучно так гулять. О, красавцы. У нас же на заливе там 2 бедных лебедя плавают. Уже такое зрелище, люди смотрят. А здесь их вон сколько много. Черных, всяких разных. Китайцы молодцы, конечно. Парки у них классные. Да, есть пометки, он черный, Black Swan, черный лебедь. Место обитания его Австралия. Короче, австралийский континент. И еще белые есть, а белых что-то не видно. Ну, это какие-то мандаринки. Кого здесь только нет. Всех разных, уточки. Там еще золотые какие-то караси на дне плавают. Вода мутная, не видно просто. Но их там очень много. Прям пятна такие. Ух, а здесь кто? Дрофа, что ли? Эй, красавец. Красавица. А он красавец. Взлохмаченные. Ух ты, какие пеликаши. Здоровые какие, офигеть. Блин. Да он с пол меня, он нападет на меня, капец, мало не покажется. Какая же классная среда для жителей здесь создана. Я бы здесь только и тусовался бы, если бы я был бы куньминцем, родился бы. Я бы здесь бы сидел бы на скамейке, отдыхал бы. Этот бы парк заменял бы мне природу. Цапельки тут. Black Stork. Классно. Чего нет?
Ну вот, нашел веломагазин хороший. Взял он фонарь за 50 юань всего лишь. В общем, от USB он работает. Как раз самое то мне. От моего пауэрбанка будет работать. Отлично. Доволен прям. Ну, китайский военторг. Как наши прям. Вот. Может, мне в натуре шапку-ушанку. Давно я не одевал шапку-ушанку. Матрасы здесь. Мне бы сухого огня найти, сухого спирта. Так как? Вон, сухпай китайский. Прикольно. Сухого спирта нет. Главное, чтоб меня сейчас не повязали. А то скажут, шпион ходит по военторгам, изучает военное снаряжение китайское. Солнышко, небо проясняться начало к вечеру. Так здорово. Ух, нагулялся. Честно, и домой неохота, хочется гулять. Погода хорошая, такая холодная, по весеннему. Ну, в мире на широтах по весеннему. Здесь у них зима с такой температурой. 28 этаж. Фух, доброе утро. Сегодня солнечно. Классная погода. Проснулся, сейчас душ принял. Сейчас постираюсь второй раз.
так вещи закинул. Movie, make movie. Новое? Yeah. Да, ну это обычная хата, короче. Обычная хата, переделанная под хостел. Поэтому и толчок один. С душем неудобно, когда много народу. Сейчас, слава богу, никого нет. Один я, все съехали. Дай бог, никто не заедет. Но тут вокзал рядом. Тут цепляют, хозяин цепляет кого-то постоянно. 76，餐位是8块钱一餐，实际上用公价是160。好多人都在套我这个价。我们落实的不行的话，这个东西本命他的岗位老是分解的去搞岗位的单位的。但是他那个可能去年之前是这样的，他说是那个集团比较主动，不是这个装修，是他集团。后来他告诉我讲30个站装修，但是后面就是装修王或者是冒版的。 Китайцы тоже нифига не здороваются в лифте. Думал, каких-нибудь фруктов взять сейчас. Фрукты вон есть. Сейчас сходил Бао-Цзи, взял вниз. Тут хорошо, внизу все есть, все горяченькое. Сегодня весь день буду лежать, никуда не буду ходить. Ноги еще не восстановились, прям чувствую мышцы такие окисленные. Буду лежать, интернет только слабый, Wi-Fi вообще проблема, беда. Никак загрузить не могу, всю ночь на закачке стоял. 66-я серия стояла, никак не загрузилась. Плюс еще проблема с этим. Ютуба в этом нет в Китае, все приходится через VPN-ку делать. А VPN-ка мне вот один парнишка дал из Голландии. И получается у меня весь трафик через Голландию идет. И это еще меньше. Скорость еще меньше. Ладно. Хрен с ним. Как будет, так будет. Тут зато главное один я. Никого нет. Пока. И надеюсь, не будет. Мало кто знает, но в прошлом я большой любитель виртуального футбола. Да вообще футбола. Хорошо играю. Играл. Давно, правда, не играл. Ни в жизни, ни виртуально. Вот тут оказалось у меня Pro Evolution 4. Пару матчей сыграть, вообще ностальгия такая. Сейчас за Россию он рублюсь. С непривычки вообще не умею играть. Даже со слабым компом относительно не получается. Но уже интерес не тот, уже не интересно играть. Запал быстро проходит, одна игра и все, мне уже это не интересно. Я уже в свои года наигрался вот так вот. Сейчас просто делать нечего, играю, Wi-Fi слабый, ничего не грузит. Сходил еще Бао-Цзи взял. Я вкуснее не ел Бао-Цзи. Такие вкусные. 1 юань одна штука стоит всего. Мясо хорошее, офигенно. Что я устал уже сидеть. Прям хочется в дорогу. Погода просто шепчет хорошая. А тут сижу в задрипанных стенах. Ну как, не задрипанные, нормальные. С херовым Wi-Fi. Все, вот здесь сейчас гости приехали, у меня двое. Это кино снимаю. Так что не один буду ночевать сегодня. Сейчас думаю прогуляться, сходить, Wi-Fi поискать, надо серию загрузить. А то нехорошо получается как-то. Оба. Вот так. Что-то я засиделся сегодня в комнате, прям вообще. Сейчас прогуляться, прям развеяться хоть.
Wi-Fi поискать. Все, вообще капец, уже VPN-ка не работает. Не могу зайти через VPN, адрес. Программы тоже не работают, походу все блочек. В телефоне, главное, проблем нету. В телефоне нет проблем. Супер VPN программа работает, а вот с компом, через комп все проблематично. Все, спать, отдыхать. Завтра в дорогу, наконец-то. Грязный, надо помыть сразу завтра же, как выйду где-нибудь. Кран найти. Фью.